Видеооко «Оно сплав» находится в гостях у Александры Михайловны. Александра Михайловна, вы выполнили комсомольское задание, подготовили воспоминания? Да, я выполнила все то, что мне сказали. Молодец, подготовили фотографии, да? Угу. Ну давайте начнем с того, что где вы родились, где вы учились и как попали в Комсомольск на Печоре, через что прошли, через какие тропы, тропинки. Ой, целая история, ведь индийское кино можно писать. Родилась я 1 октября. Это меня мать записала так, потому что раньше не было, ну, как бы не давали никаких, родилась я дома, там что-то У бабушки повитухи. Да, бабушка Катя что-то там меня. А так где было? Еретовка, Ростовская область, Миллеровский район. Село Кобелевка. А где учились? Училась я в Марьевской средней школе. Там было у нас 2 больших школы. 3 километра надо было идти до школы. Очень Пешком далеко. Ходили? Пешком ходили? Пешком. Только ориентировались. Была телефонная линия. И вот по этим от столба до столба. А если пурга, там же степи. Да. Мы даже блудили и приходили на 3-й, на 4-й урок. И так было. Так, то есть вы являетесь донской казачкой? Ну, получается так. Получается так. Такой вопрос, если вспомните, кто был вашим любимым учителем, либо учителями? И кого вы считаете по жизни своей? По русскому языку Александра Ивановна Владимирова. Но ее уже, конечно, нету. Строгая была. Она потом, после, как говорится, после учительства была директором школы. Строгая, но был порядок всегда. Она молодец. Гунько, имя не помню. Это у нас преподавал физкультуру. Хороший мужчина. Это где еще раз? Там же Марьевка, Ростовская область, Миллеровский район. Так, как вы попали в авиацию и как попали вы в Коми? В авиацию я попала в 1966 году. Поселок Витью, Княжповодский район. Вначале приехал муж туда. У меня по мужу была фамилия Жарова Александра Михайловна. Это у меня сейчас 2-й муж, Афанасьев. Я там проработала 4 года. Вместо него. Вначале он работал, а потом Кем? Начальником аэропорта. Вот оттуда мне начало. Витью, Княжповодский район. Я там начальником аэропорта работала. Дети маленькие еще были. Инна там у меня родилась, а Косте было 4 года. После я переехала в Ухту. В Ухте я работала в теплицах. А после я поехала в аэропорт города Ухты. И нашла там диспетчера местных воздушных линий. Я ему сказала, что я работала в аэропорту. Может, есть где-нибудь место начальником аэропорта. И я, ну, как бы, хотела работать в аэропорту. Мне понравилось. Я говорю, ну, только чтобы была 10-летка. Потому что у меня 2 уже детей было. Костя сюда, в Комсомольск, приехал уже в 7 класс. Вот какой он был. Вот. И вот в 1975 году он мне дал добро и говорит, Якша или Комсомольск? Я говорю, Комсомольск. 2 самолетами в феврале месяце. Меня вместе с вещами. И у меня мама еще со мной была с Ростовской области. Она приехала сюда, 4 года со мной жила в Комсомольске. Мы приехали сюда. Но я приняла аэропорт, я вперед приехала. В 1975 году, 8 октября, я приняла аэропорт Комсомольск. У кого вы принимали его? До этого был Быбочкин здесь. Вы с Быбочкиным не пересекались?
Нет. Нет? Тут была Лида, как у нее фамилия, я не помню. Ну, давайте, неважно. Так, какие вы подготовили фотографии, прокомментируйте их. Потом я буду еще задавать вопросы. Вот мой муж, который проработал в Аэрофлоте 30 лет. У него в записной книжке только 2 записи. Трудовой. Принят и уволен. Все. А где он трудился? В Троицко-Печорском аэропорту. Но он летал много по всем аэропортам, которые относятся к Троицко-Печорскому аэропорту. И звать его? Афанасьев Анатолий Владимирович. Отлично. Дальше прокомментируем фотографии, какие есть. Это мой сын. Работал 10 лет после меня. Я проработала 9 лет в Комсомольске. А он проработал 10 лет. Он принял у меня аэропорт Но Комсомольск. вы его обучили всему, да? Да. То есть получается Династия. династия домашнее образование. Да. Как что сейчас И- в моде. И получается, муж проработал 30 лет, я 20, и сын 10, всего 60 лет у нас отдано Стажа. Аэрофлоту. Вот семейное получается. Да. Вот так. Это аэропорт Комсомольск. Это я выхожу на посадку. Да, я вас такой помню. Красивый, молодой, симпатичный, веселый, обаятельный и с чувством юмора. Голубая красивая форма была. Мне очень нравилась, конечно. Это рация. Это вот передаю я погоду, видимо. Или вылеты даю, не могу сказать. Это очень давно уже было. Вот это вот в самом аэропорту, в самом здании. Так, сейчас. Где-то еще одна была. А, вот. Это тоже в аэропорту. Это Кравцова подруга у меня. Она живет в Сыктывкаре. Да, я встречал ее. Да, она, видимо, заходила ко мне в гости. И вот мы сидим, что-то разговариваем, видишь, улыбаемся даже. Молодцы. Угу. Так. Это я собираюсь не юбилей, а будет сборище нашей семьи большой, Тимошенко Михаила Павловича. Надо ехать туда, в Ростовскую область. И вот я купила себе костюм. Это было в 2005 году. Тоже голубой. Голубое небо. Да. Где-то я. Сейчас. Во. Это я уже туда приехала. И вся наша родня. Родни очень много. У отца было 10 детей. Отлично. Да, 10 детей. Вы какая были по счету? Нет, не у отца. У отца, у родителей. У деда. Да, Да, у моего отца, в общем, было 7 братьев и 3 сестры. Только мой отец самый первый умер. После войны прожил очень мало, 11 лет. Прошел всю войну, дошел до Берлина, в Сталинграде в окружении был. 40 дней по руке только командир нашел после бомбежки. Ну, в общем, это самое. Собиралось 60 человек. А в 83-м году было 150. Вот сколько уже не было. Родственников, да. Чисто родственников. Вот такая родня большая. Очень большая родня. Так, ну потом мы фотографии Конечно. перефотографируем, да, если вам вы позволите. Ну, да ради бога, вы что? Так, здесь кто? Это мой правнук. Уже правнук. Это у старшей внучки сын. Он живет в Сыктывкаре. Одел форму у дедушки. И вот Тоже хочет быть летчиком. в авиации, да? Да, сейчас он ходит 5 класс. Учится в Сыктывкаре. Пожелаем ему успехов и Это достижения цели. Да, в августе прошлого года он фотографировался. Молодец. Это у Инночки сынок. Он сейчас закончил МЧС в Ухте. Сейчас находится в настоящее время в отпуске, в Москву поехал. Вот здесь Тут маленький. Александра Михайловна следующее, что сейчас запрещено детей фотографировать, надо будет лица разбивать. Давайте фотографии с детьми не будем комментировать, потому что потом меня могут наказать. Нужно письменное разрешение. Вы даете разрешение в публикации?
Вот так можно устно сказать. А, хорошо. Вот. Здесь получается, нет, да, это у нас старая фотография. Здесь кто у нас изображен? Это мой папа. Ваш? Тимошенко Михаил Павлович. Вот у моей бабушки Духаниной Ольги Васильевны 2010 год. были знакомые по Ростовской области с данной фамилией. С кем-то она переписывалась. Но сейчас мне Да, проблематично конечно, вспомнить. конечно, конечно. Это... Она сама родилась в Екатеринодаре. Так, папу засняли. Значит, про папу что вы можете сказать? Строгий был, порядок имел. И, наверное, я у него пошла. Вот эта строгость, порядок. Порядок это должно быть вообще во всех отношениях, даже разговора не может быть. Чистота и порядок это самое первое. Дома только мог глянуть, мы уже должны все выполнить. Умер в 46 лет. У него заболевания, осколки, 5-е и 10-е после войны. Очень прожил мало. Ну и все. Вот он прошел войну, а мало жил. Мама осталась в 44 года. Но никого никогда мы не видели дома. Она 25 лет прожила без отца. Вот так вот. А так, в общем-то, был порядочный. Хороший был отец. Нас учил только порядку. Но не бардаку никакому, ничего. Это исключено полностью. Это семья у меня у сына. 2 внучки, жена и сам Константин Николаевич. Угу. Построил себе дом. В доме все от и до сделано своими руками. Очень, конечно, по дереву, потому что дедушка, мой дедушка очень по дереву работал. Любил дерево. Да, любил дерево. И, наверное, Костя туда пошел. Потому что по дереву полностью работает. Он закончил в Сыктывкаре станочник мебельной фабрики. И у Винночки муж станочник мебельной фабрики. Курбанов Анатолий Владимирович. Вот Так, они... а получается у Константина Пяткины родственники, да? Да. Пяткины. Оль- Так, с нами в одном классе со мной училась Ольга Пяткина. Ольгана. Да. Угу, Ольга. Да.